Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Давно не было слышно вестей от самого уважаемого в Ингушетии человека, Руслана Бузуртанова. Ради интереса мы посмотрели видео на его канале, и оказывается, Руслан стал великим разоблачителем в кавычках. В одном из эфиров Руслан, путем вырывания слов из контекста и нотки манипуляции, опровергает чеченского автора. Посмотрим фрагмент из эфира Руслана. Муслим Мурдалов, Чечня и Кавказ, этюды, заметки из прошлого, 2021 год. Он, знаете, там в этой книге допустил подлог. Какой? Жилища некоторых чеченских племен, составляющих Ингушевский округ, состоят... Он написал так. Жилища некоторых чеченских племен, составляющих Ингушевский округ, противоречимости. То любой почитает, скажет, что я поддерживаю. Состоят преимущественно из старых каменных башен, сложенных из камня, без цемента, имеющих несколько ярусов. Башни эти построены преимущественно на выступах скал. Понимаете? Секундочку. На выступах скал. Или на оконечностях гребней. Словом, на таких местах, которые ни для чего другого не годны. Ну и дальше, да? А там здесь сразу бросается в глаза подлог, потому что в настоящем тексте Николая Дубровина «История войны и владычества русских на Кавказе», ну, откуда якобы он приводит, да? Том 1 в книге 1 Санкт-Петербург, 1871 год, там написано. Жилище Жерахов, Кистин, Галгаев, Цоринцев, Мереджинцев, составляющих Ингушский округ. Нету там никаких чеченских племен. Таганер, Хансизди, Дариги, в старые документы засовывать нельзя же этого делать, подлоги делать. Люди же по вашим книгам, по изданным вот этим талмудам, дух ахшада дали, там где-то ссылку будут делать. Руслан утверждает, что на оригинале все не так. Ну хорошо, давайте посмотрим на оригинал. Открываем книгу «История войны и владычества русских на Кавказе». Том 1. Как только вы откроете раздел «Содержание», вы поймете, что в данной об ингушах, как об отдельном этносе речи не идет, ингуши причисляются к чеченцам, этого было бы достаточно для нормальных людей, но мы имеем дело с фальсификаторами. То, что зачитал Руслан, вырвав из контекста, находится в разделе «Чеченцы», Нахчи. Глава 3. Чеченское селение. Сначала зачитаем то, что специально пропустил Руслан. Чеченские аулы или селения были вообще растянуты на значительное расстояние. Сакли отделялись садом, огородом, двором, а иногда и пашню. Чеченцы, обитавшие в долине, жили большими аулами. Но в горах, напротив того, селения их были незначительны и часто состоял из нескольких дворов. Далее идет то, что зачитал Руслан. Жилище Джирахов, Кистов, Галгаев, Царинцев и Мереджинцев, составляющих Ингушевский округ, состоит преимущественно из старых каменных башен, сложенных из камня, без цемента и имеющих несколько ярусов. Теперь возникает вопрос, где и каким образом Руслан заметил подлог. Даже люди, далекие от изучения истории, поймут, что если в разделе «Чеченцы» в главе «Чеченские селения» перечисляются джирахи, кисты, галгаи, царинцы, мереджинцы, то эти общества относятся к чеченцам. Для фальсификаторов этого не будет достаточно, приведем вам еще один факт. Карта Кавказского края. К первому тому «Истории войны и владычества русских на Кавказе». Приложение к книге Николая Федоровича Дубровина. История войны и владычества русских на Кавказе. Том 1. Карта составлена в 1870 году, это период после Кавказской войны, и, разумеется, исследования проводились без каких-либо препятствий. Обратите внимание, какие общества относятся к чеченцам Нахчи. А вот территория чеченцев того периода.
Да, Руслан, Ингушевский округ относится к чеченцам, и Муслим Мурдалов не допустил подлог. Чеченцы умеют читать и проводить свой анализ, вырывая из контекста слова «ты будешь авторитетным историком только в Ингушетии, но за пределами своей республики грез ты будешь подлым фальсификатором».